В истории Вселенской Церкви никогда не было таких масштабных и непрерывных гонений, как в России в XX веке. Гонение кончится, и православие снова восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но это золото очищается в духовном горниле испытаний. После этого будет столько пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства. Эти слова сказал в 1937 году, незадолго до своего расстрела, митрополит Серафим Чичагов, и они стали пророческими. Гонения за веру шли по всей территории нашей огромной страны, занимавшей 1/6 часть планеты, и охватили все организации и все слои общества. Учители не пощадили ни детей, ни стариков. Преследованиям подвергались подавляющее большинство священников и монахов, служивших в храмах и монастырях Русской Православной Церкви. После освобождения от атеистического ига Православная Церковь причислила к лику святых около 2000 новых мучеников. На территории Якутии, в самых суровых районах Аймекония, Верхояния, Хандыги, на побережье Ледовитого океана, в дельтах рек Лена, Яна, Колыма, на границе Чукотской и Магаданской областями в годы воинствующего атеизма располагалось более 100 лагерей ГУЛАГа. В ноябре 1931 года принимается очень известное постановление Политбюро ЦК ВКПБ о Колыме. Ставится задача начать разработку полезных ископаемых этого региона, прежде всего золота, но также и других полезных ископаемых, редких металлов, а впоследствии и ураноносных руд. На Колыме создается совершенно отдельная страна. Возникает трест «Дальстрой», которому подчинена вся экономическая жизнь на Колыме, в этом регионе и в Восточной Якутии. Дальстрой подчинялся непосредственно правительству и непосредственно руководству, собственно, партии и государства. То есть ему придавалось очень высокое значение. В связи с обнаружением угленосных месторождений и золота было решено развить здесь большое промышленное строительство. Была поставлена очень сложная задача в ближайшие сроки построить поселки, построить дороги, построить аэропорты. А для этого нужна была очень большая рабочая сила. По плану, который запросил Дальстрой в 1932 году, нужно было доставить сюда 40 тысяч заключенных. Длина Колымы почти 2500 километров. Она берет свое начало на Охотско-Колымском Нагорье в Магаданской области, а заканчивается в поселке Черский Республики Саха-Якутия, где впадает в Восточно-Сибирское море. Одноименная трасса Колыма связывает Магаданскую область и Якутск. Она получила в народе название «Дорога на костях». Ее строили заключенные лагерей, расположенных вдоль трассы. Лагеря на Колыме считались одними из самых жестоких. Для верующих отдельным испытанием было пребывание среди уголовников, людей жестоких, не желающих исправляться. В сочетании с тяжелейшими бытовыми условиями это становилось источником дополнительных нравственных страданий. Писатель Борис Ширяев так описывает обстановку в подобном лагере. Беспрерывный шум
сбитых сюда 2-3 тысяч человек. Полное господство уголовников. Тяжелая работа в лесу, на торфяных болотах и в море. Смертность здесь превышала 50%. На пике своего развития во второй половине 30-х и 40-е годы на территории Дальстроя находилось уже несколько сотен человек, в том числе десятки тысяч заключенных. Где-то ежегодно сюда присылали в наш район по 10 тысяч человек. К концу года этих людей почти не оставалось, они все погибали, потому что те условия жизни, в которых человек находился, выжить и убежать далеко и спастись невозможно. В то время было морозы до минус 63 градусов. Сейчас таких морозов не бывает. И транспортная схема, ее как таковой и не было. Кругом снег, естественно. Уникальное место, удобное для строительства вот как раз этих ГУЛАГов. И людей погибло здесь очень много. И вот там, где стадион у нас, где школа, вот это все было, все захоронено. Вообще вещи происходили очень страшные. Важнейшей чертой функционирования ГУЛАГа как репрессивной системы и как элемента советской экономики была зависимость между пайком и нормой выработки. В течение рабочего дня заключенный должен был заготовить более 10, иногда 12-15 кубометров дров. И только в этом случае он мог получить полноценную, как тогда говорили, пайку. И поэтому очень и очень быстро он терял физические силы. Как говорили на тогдашнем лагерном колымском жаргоне, он превращался в доходягу. Здесь можно вспомнить судьбу мученика Илиазара Спиридонова, священника. Он попадает на Колыму в июле 1937 года, и уже в декабре 1937 года он умирает от полного истощения. У нас были лагерные участки, или, как мы их называем, чурочные. Потому что, когда добыли уголь, надо было его везти. Было время, когда возили на оленях. Но это очень мало, олень много не берет. Потом на лошадях. На лошадей надо кормить сеном. А сено заготавливать очень-очень проблематично здесь, болото. Да? И появилась машина ЗИС-5, по-моему, если я не путаю. Дорога была построена, опять-таки, заключенными. И опять выходило, что на машинах можно было возить только в зимнее время. И тогда вышло постановление, 56-57 год, что надо строить узкоколейку. И я видела остатки этой узкоколейки. Это что же делали все заключенные? Почему и говорят, она на костях построена? Потому что иногда выходит, да, там какие-то части человеческие. Вот сейчас я хожу в лес, я тоже чувствую, что где-то рядом души есть, потому что много такого ужаса было, что природа это в себе сохранила. Но вот такие состояния бывают здесь. Почему-то так, хотя на материке такого не бывает. Я не чувствую, что когда-то здесь люди там жили, да, а здесь вот чувствуется вот эта тревожность. Нужно понимать, что там были еще и другие дискриминируемые категории населения. Там были высланные спецпоселенцы. Среди спецпоселенцев были и те, кто освобождался после отбытия срока, но не имели права выезжать с крайнего севера. Они тоже переходили в эту категорию ссыльных. Работники, которые я застал еще, они были заключенными. И после освобождения они их привлекли, попросили остаться в качестве работников разреза, да. Работали они, нормальные люди. Когда я приехал, здесь еще была как бы на том берегу зона, да, обнесенная колючей проволокой, и оставались уже последние бараки, в которых когда-то заключенные жили. Вот я делал маршруты когда-то в молодости, вот, в течение 1 месяца здесь мы изучали угленосность, находили эти места, где они этот лес заготавливали. Там были остатки штабелей невывезенных, землянка, в которой они, видно, осенью жили. Посылали, видно, бригадами. Лес заготавливали там тогда.
вручную пилы и топоры. Все. Мы испытываем чувство сострадания к тем, кто оказался в этих местах. Советские военные, попавшие в плен в годы Великой Отечественной войны, рядовые труженики обвинялись во вредительстве. Жившие впроголодь осуждались по печально известному закону о 3 колосках, согласно которому даже подбирать остатки урожая с колхозного поля считалось хищением имущества. Эти люди, прошедшие через запугивание, уничижение, издевательства, старались сохранить свое достоинство. Многие после отбытия срока оставались на Колыме. Чтобы поднимать хозяйство, они испытывали не чувство мести, а желание созидать. И когда мама вот вышла уже после моего отца за дядю Сережу Киселева, вот я его помню. Он был тоже... Мой отец был с орденом Красной Звезды тоже, фронтовик. И тот был фронтовик, который был в немецком плену. И вот за то, что он был в немецком плену, его сюда на Колыму сослали. Он рассказывал, как они с этого плена убежали, как ели по дороге лягушек. Ага. Но все равно вот его сюда на Колыму отправили. Это было несправедливо, человек воевал. Он-то не виноват, что в немецкий плен попал. У него был друг, хирург, врач сосланный, высокий мужчина. Тоже орден у него какой-то был. Все время вместе они были. Спирт пили. Видать, вспоминали. Свою домой хотели. Домой хотели они, бедняжки. Домой. Где были здесь мученики? Можно так поставить вопрос. Конечно, мученики были среди тех, кто был приговорен по 58-й статье за контрреволюционное выступление, а под эту категорию тогда подходило огромное количество деяний, в том числе просто молитвенное собрание или частный разговор 2 или 3 священников. Раскулаченные крестьяне, среди которых были, безусловно, верующие люди, среди которых могли быть и высланные священники. Кроме того, отдельной категорией в населении северо-восточных лагерей были так называемые асоциальные элементы. В этой категории были те, кто нарушил паспортный режим. Особая категория, дискриминируемая категория населения в годы советской власти – бывшие дворяне, бывшие предприниматели, священники, безусловно, священники всех религий, но также с 1929 года и ранее раскулаченные крестьяне. В начале 30-х годов регулярно проводились так называемые чистки крупных городов – Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик, Киева, Минска и других. Их чистили от так называемых неблагонадежных элементов. И среди них, как правило, были бывшие лишенцы, в том числе семьи духовенства. И, конечно, еще одна большая категория – монахи и монахини закрытых монастырей, которым очень часто негде было жить, они переходили с места на место. Для советской власти они были просто бродягами и очень часто тоже задерживались и отправлялись на спецпоселения или, собственно, в северо-восточные лагеря. Были, конечно, священники. К нам приходил дедушка с бородой, его звали дед Мамолин. И он крестился. И мы вот с сестрой моей, у меня сестра младшая, мы говорили: деда, помолись. Он при нас молился он. И мы его, как он приходил, мы обязательно его просили. Он вставал в угол, и это на колени вставал и молился. Вот это я хорошо помню. Это вот наверняка человек, который был к церкви как раз, он, да, с церковью у него жизнь была связана. Потом вот Кочнева пишет пророчего, там присылали в совхоз людей, доходяги, которые вот уже совсем еле живые, которых, может быть, кто-то жалел, отправлял там пожить немножко, прийти в себя, подлечиться, хорошо поесть. Там был, тоже описывает, батюшка был. И этот мужчина, который отвечал вот за этих людей, он говорит: я не знаю, как этого батюшку накормить. Он что не принесу, он говорит: есть не буду, ворованное. Он говорит: где мне ему еду взять? Ну, тогда он приноровился к местным людям, стал ходить, просить, то попросит молока, то еще что-то. И вот так он его выхаживал.
Память о пострадавших за веру в годы гонений оживотворяет и укрепляет не только русскую православную церковь XXI века, но и жизнь всего нашего народа. Подвиг новых мучеников и исповедников еще раз помогает понять каждому, кто готов понимать и слышать, что подлинная свобода обретается в истине. Отвергая истину, невозможно обрести свободу. Один из самых суровых лагерей это был вот наш и Амбарчик место. Это вообще там, говорят, совсем сложно было жить. Знаю, что их содержали в палатках даже, а морозы здесь очень сильные. Люди сбунтовали, их просто там на этом озере расстреляли. Мы молимся, поминаем. Там даже есть имена не православные, но узнать, были они в православии крещенные или нет. Ну, нам священники разрешили молиться за них. Мы за них тоже молимся. Да, эта традиция идет. Вот я не могу сказать, с какого года, но я пришла на приход в 98 году, вот, и уже это было. Сохранение памяти о всех, кто вот там страдал, вот в этих вот бесчеловечных условиях, это долг верующих людей. Это не просто наша история, это история человеческого духа. В XVII веке сюда пришло на Колыму православие, и в основном юкагиры были все крещены. Бабушка, например, мамина, у нее всегда прятала иконку. Мамина старшая тетя, у нее была железная, в железном окладнике маленький Иисус Христос. Всегда эту иконку прятала, знала, что Бог есть, но нельзя было же молиться. А в Зырянке лагеря были, они все равно вольные некоторые были. В больнице работали. Были такие, которые приходили, мама даст им что-нибудь такой бородовый. А если тогда не понимали, хотя мама уже все равно касалась как-то этой веры православной, но они всегда благословляли. Всегда маму крестили, говорили, чтобы дети твои такие большие были, и всегда хорошо у них было, чтобы дети хорошо. Вот, благословляли. Лослобинуга по-юкагирски. Битматкала лослобинуга. Все время, говорит, маму благословляли. Эти люди Бородовый, говорит, им давала тоже. Всегда что-нибудь собирали быстренько. Мама говорила, русские только нас спасли, юкагиров, от голода. Всегда говорила, русские люди спасли нас от голода. С Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воля Твоя, яко на небеси и на земле. Но всегда думаю, все-таки люди были оптимисты. Они создали такой поселок. 1937 год. В 1938 году у нас уже было отопление. Батареи делали они сами металлические. Поставили котлы. Все было отопление. У нас все дома строили. Архитекторы, здесь и артисты были. И вот жизнь они как бы строили так, что как жили на свободе они. Вот насколько это было возможно. У нас клуб был, да, который построили заключенные. Архитектура была очень хорошая. Она как театр в миниатюре там, да? Было балкон. Вверху, вот снаружи, допустим, идет там митинг, стоят, сверху стоят. 2 зала было. Кино показывали и фойе, где танцевали. Бильярдная. Потом вот когда те выходят артисты, и потом они, труппа выходит, и эти номера. И потом, когда артисты выходят, они куда они ходят, не видно. Там какой-то там ширма стоял. Вот такой. И оркестровая яма была. Мы оркестры не видели, они там внизу играли. Ну, как в театре был, да. Один из лучших, конечно, было. Вот клуб был Якутий. Этот выдающийся пример должен, конечно, вдохновлять нас, тех, кто смотрит на них через прошедшие десятилетия. И очень хочется надеяться, что благодаря исследователям, благодаря энтузиастам,
на местах мы в дальнейшем будем узнавать все больше и больше имен тех людей, кто пострадали в самых отдаленных уголках нашей страны, кто сохранили веру в самых неподходящих для этого условиях. Но самый страшный голос вот у этой мясорубки, как будто страшный привет из далекого времени. Когда я ее прокрутила и послушала, просто мурашки пошли. Покажу. Александр Исаевич Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» писал: «Христиане шли в лагеря на мучение и смерть, только чтоб не отказаться от веры. Они хорошо знали, за что сидят, и были непоколебимы в своих убеждениях. Они единственные, может быть, кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. Христиан было множество. Этапы и могильники, этапы и могильники. Кто сочтет эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая как свеча, только в самой близости от себя. Это были лучшие христиане России».